С самого утра жители города собираются у драматического театра в Сухуме, чтобы присоединиться к акции «Бессмертный полк». В их руках портреты родных и близких участников Великой Отечественной войны. Мой родной отец, Коршин Василий Филиппович. Вот здесь он старшина артиллерийского взвода минометов. Ушел на войну в 1941 году в возрасте 18 лет. Закончил артиллерийское училище и старшиной ушел на фронт. Прошел, значит, с 41 года по 45-й. Получил вот эти ордена, орден славы за отвагу, за боевые заслуги, орден Красной Звезды. И закончил войну под Калининградом. Он был там контужен. Работал учителем истории, проработав 35 лет директором школы. И скончался в 99 лет. Колонна участников торжественно прошла от драматического театра до площади Свободы. В акции приняли участие волонтеры, молодежь, представители общественных организаций, гости и жители города. Люди с гордостью несут фотографии фронтовиков, своих дедов и прадедов. Над их головами развивается и Знамя Победы. В руках жителей портреты тех, кто прошел тяжелые годы Великой Отечественной войны и с каждым днем приближал победу. И пока люди выходят на такие акции с фотографиями своих героев, история и память о мужестве остается живой. Бессмертный полк стал символом народной памяти и уважения к тем, кто воевал с фашизмом. Для многих участников это возможность рассказать о своих героях, передать память о них будущим поколениям и еще раз выразить благодарность за мирное небо над головой. С одного двора 5 братьев ушли на фронт. Третий Дмитрий Осье, летчик, тоже с первого дня, он профессиональный военный летчик. Когда ушли на фронт, их младшие братья, которым не было еще 18 лет, прибавили себе как кто год, кто два, и ушли на фронт. С фронта вернулись двое. Мой отец и Дмитрий Осья. Шествие «Бессмертный полк» зародилось впервые в России. Со временем акция стала одной из самых масштабных на постсоветском пространстве. В колонне «Бессмертного полка» и исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Банников. В нашей стране акция проводится уже 10-й год подряд. Организаторами традиционно выступают Россотрудничество и Музей боевой славы имени Ардзинба. Находясь здесь и участвуя в шествии Бессмертного полка в Республике Абхазия, я посчитал необходимым взять и пронести на этом шествии представителя Республики Абхазия Тария Александра Микатовича. Это бывший директор Государственного музея. Почему решил его пронести? Потому что, мой дед Василий Васильевич Банников, он у меня всегда в сердце, я его всегда помню. Он будет участвовать в Бессмертном полку онлайн, который также будет проходить в России сегодня. У Екатерины Карповой на фронтах Великой Отечественной войны воевали прадедушка и прабабушка. По ее словам, участие в акции – это возможность сохранить память о них. Историю героизма родных они бережно хранят и передают из поколения в поколение. Он вообще у нас начал войну майором. Он был помощником прокурора армии. Он дошел у нас до Праги, закончил войну подполковником и закончил войну, дошел потом в Манчжурию и закончил Манчжурию, еще служил долго. Дальше. Вот это его сестра Сашина прапрабабушка. Она у нас была в нашем Сухумском госпитале шофером. Она возила раненых, она возила медикаменты и продукты. Раненых оттуда с гор, с боев возила. Бессмертный полк прошел по улицам Сухума вместе с живущими ныне, ради которых воевал, и напомнил всему миру: мы – народ-победитель фашизма. Шествие завершилось на площади, где участники присоединились к праздничному параду, посвященному Дню Победы.
Дамир Акшба, Константин Парула, Абхазское телевидение.